Савана Хундутанухат. Позавчера Алексей Цыденов отчитался перед президентом России, начав со слов, давайте я процитирую. «Прошло 5 лет, как вы возложили на меня ответственность за развитие Бурятии. Жители республики поддержали вас и оказали мне доверие на выборах». Получается достаточно сложная схема. Путин возложил обязанность на Цыденова, мы поддержали Путина, выразив доверие Цыденову. Какая-то каша получается, лучше бы не говорил об этом. Содержательная часть доклада содержит много цифр по введенным объектам. И это действительно так, мы с вами видим это воочию. Взять хотя бы строительство третьего моста через Уду, которое мне лично всегда казалось какой-то несбыточной мечтой. Теперь цитируем далее. По линии культуры тоже у нас хорошие результаты. Построена новая национальная библиотека, в селах и райцентрах строятся сельские дома культуры и модельные библиотеки. Открываются сельские кинозалы. Здесь, друзья, очень важно отметить, что Алексей Самбуевич совмещает две должности – глава республики и председатель ее правительства, что само по себе является отклонением от нормы, но это отдельный вопрос. Так вот, еще председатель правительства простительно оценивает достижения в области культуры количеством введенных в строй объектов. Но глава республики должен четко разделять понятие культура и инфраструктура. К примеру, если национальная библиотека есть, а национальный язык исчезает, это означает, что инфраструктура есть, а культуры нет. О каких успехах в области культуры в таких условиях может идти речь? Вообще, когда слушаешь подобный доклад, возникает ощущение, что у нас председатель правительства исполняет обязанности главы республики. Так часто бывает на государственной службе, когда исполняющий обязанности откладывает решение принципиальных вопросов до прихода настоящего руководителя. Но, друзья, похоже, что у нас это временное исполнение продлится еще на 5 лет. В связи с этим хочу дать Алексею Самбуевичу совет. У нас республика небольшая, надеюсь, мои слова дойдут до вас. Скоро журналисты вспомнят ваше обещание выучить бурятский язык к концу первого срока. Не отвечайте им, что у вас не хватает времени. В конце концов, то, что вы пытаетесь работать за двоих, главу республики и председателя ее правительства, это ваше личное политическое решение. Но что же тогда делать? Как избавиться от этого неудобного для вас вопроса раз и навсегда? Конечно, идеальный вариант – это освоить бурятский язык, но сделать это под давлением других, без собственного внутреннего желания невозможно. Язык такая штука, он насильно не изучается. Что же делать? Вообще, для вас достаточно в этом вопросе показать качественный пример нахождения в процессе изучения бурятского языка. Большего от вас и не требуется. Главное, чтобы это был действительно пример уровня главы республики, а не офисного работника со шпаргалкой на мониторе компьютера. Несколько лет назад Татарстан, в котором, кстати, глава республики и председатель правительства – это разные люди, не боится Миниханов политической конкуренции. Так вот, они специально пригласили известного полиглота Дмитрия Петрова, чтобы он изучил с нуля основы татарского языка и преподал их жителям республики. Проект получил название «Татарский с Дмитрием Петровым». Для вас, Алексей Самбуевич, организовать такой проект все равно, что двумя пальцами щелкнуть. Вам достаточно направить часть своей энергии в это русло. Тем более, что методика преподавания бурятского языка давно требует свежего дыхания. Реализуйте подобный громкий проект, примите в нем личное участие, и вы навсегда избавитесь от неудобного для вас вопроса про владение бурятским языком.